Уважаемые главы правительств, участники форума, гости, я рад вас приветствовать на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Отдельно хочу выразить особую благодарность принимающей стороне и лично вам, Никола Воваевич, за теплое гостеприимство и высокий уровень организации. Сегодня мы затронули очень актуальную тему возможности, предоставляемые цифровыми технологиями, беспрецедентны. Путем активного внедрения современных цифровых технологий мы можем размыть географические, физические границы между нами, открыть новые перспективы и горизонты для экономического и социального развития. Цифровая трансформация становится основой для устранения барьеров на пути свободного перемещения товаров, капитала, услуг и трудовых ресурсов. Готовясь к сегодняшней встрече, я вспомнил книгу Герберта Уэллса «Открытый заговор», где говорил он о создании мирового мозга. Вчера была фантастика, сегодня это становится реальностью. Мы создаем, так сказать, общий мозг для нашего сообщества, цифровую экосистему, которая объединяет знания, ресурсы и усилия всех стран-участниц. Это не только позволяет решать задачи, связанные с вопросами обеспечения 4 свобод, но и является основой для формирования цифрового союза. Именно цифровой союз позволит нам унифицировать стандарты, упрощать административные или трансграничные процедуры, формировать единые механизмы обмена информацией, основанные на совместимых цифровых инфраструктурах и системах. Однако цифровизация – это не только возможности, но и вызовы. Развитие цифровых технологий требует скорейшего принятия управленческих решений и внедрения новых инструментов в виде регулятивных механизмов, так называемых регулятивных песочниц, а также согласования принятия единых правил оборота данных между странами-участниками. Кроме того, нам необходимо обеспечить синхронизацию национальных стратегий. Таким образом, современные технологии сближают нас и играют решающую роль в повышении нашей конкурентоспособности и эффективности. Кыргызская республика активно поддерживает этот процесс и уже реализовала ряд важных инициатив в сфере цифровой трансформации. Одним из ярких примеров является проект Smart2G «Цифровая таможня», которая позволяет значительно упростить и ускорить процессы таможенного оформления. Средние показатели исследования времени выпуска в Кыргызской республике до 2020 года составляли 5 часов 18 минут. В настоящее время, после внедрения системы в пилотном режиме смарт-таможня, данный показатель в среднем составляет менее 45 минут. При этом 48 видов товаров и транспортных средств перемещаются через пункты пропуска менее чем за 20 минут. Борьба с контрафактной продукцией остается одной из ключевых проблем для Евразийской экономической зоны. Внедрение системы маркировки товара привело к существенным улучшениям количества нанесенных кодов маркировки, которое увеличилось на 117,5%, что помогает укрепить прозрачность торговли и защитить потребителей от некачественной продукции. Не могу не упомянуть о важности миграционных процессов в рамках нашего Союза. Одной из инициатив, предложенных президентом Кыргызской республики, уважаемым Садыр Нуркожоевичем Джапаровым, является разработка системы признания результатов медицинского освидетельствования трудящихся. Это существенно снизит финансовые и временные затраты для мигрантов, которые в настоящее время вынуждены проходить такие процедуры повторно по прибытию в страну. Ключевую роль в реализации этой идеи играет цифровизация. Современные цифровые технологии позволяют создать единую систему для обмена медицинскими данными между странами ЕАЭС. Здесь можно опираться на успешный опыт использования мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», которое в условиях пандемии обеспечило эффективное взаимодействие между странами по проверке результатов ПЦР-тестов. Этот проект показал, что с помощью цифровых решений можно гарантировать подлинность медицинских данных, предотвратить фальсификации и ускорить проверку сведений. Именно цифровизация позволяет создать инфраструктуру, которая сделает возможным признание медицинских справок на международном уровне.
В данном случае предлагаю рассмотреть вопрос создания единой платформы для обмена данными, где доверенные медицинские организации смогут загружать результаты обследований, которые будут доступны для государственных органов других стран. Реализация этой инициативы приведет к созданию общего пространства доверия в сфере медицинского обслуживания, что станет важным элементом для обеспечения свободы передвижения рабочей силы и дальнейшей интеграции. Мы уже достигли значительных успехов в области электронной коммерции, цифровизации государственных услуг и финансовых технологий. Впереди нас ожидает большая работа, только совместными усилиями мы сможем успешно решать все поставленные перед нашими странами задачи. Таким образом, трансграничные цифровые сервисы открывают новые горизонты для бизнеса, упрощают взаимодействие между странами и делают повседневную жизнь граждан более комфортной. Прежде всего, такие сервисы должны стать двигателями экономической интеграции. Например, малые и средние предприятия теперь могут выходить на международные рынки, не имея физического присутствия за рубежом. Возьмем, к примеру, стартапы сферы IT, которые благодаря цифровым платформам могут предлагать свои разработки клиентам в разных странах, заключать контракты и реализовывать проекты, не выезжая за пределы своей родной страны. Это открывает дорогу созданию новых рабочих мест и увеличению объема экспорта. В этом контексте стоит отметить девиз нашего парка высоких технологий «Жить в Кыргызстане и работать по всему миру». В свою очередь, рост цифровых рынков ведет к усилению конкуренции, что стимулирует компании улучшать качество своей продукции и услуг, предлагать инновации и становиться более гибкими. Компании, использующие такие платформы, могут находить партнеров и инвесторов в любой точке мира, что повышает их шансы на успех и долгосрочное развитие. Таким образом, трансграничные цифровые сервисы способствуют развитию устойчивой и конкурентоспособной экономики на глобальном уровне. В заключение, трансграничные цифровые сервисы – это не только возможность для экономического роста, но и инструмент для улучшения качества жизни наших граждан. Давайте работать вместе, чтобы сделать цифровое будущее ЕАЭС более доступным и безопасным для всех. Дополнительно хотел бы обратить внимание на развитие такого цифрового направления, как квантовые вычисления. Квантовые вычисления уже сегодня способны преобразить многие отрасли от финансов до науки. По данным компании IBM, квантовые компьютеры могут выполнять вычисления в миллионы раз быстрее, чем самые мощные классические системы. Представители компании Google заявили, что их квантовый компьютер справился с задачей за 200 секунд, которая потребовала бы от суперкомпьютера более 10 тысяч лет. Хотя квантовые вычисления только начинают развиваться и имеют колоссальный потенциал для трансформации различных отраслей, сегодня большинство государств и компаний все еще опираются на суперкомпьютеры. Активное применение вычислительных мощностей суперкомпьютеров дало нам возможность создать кыргызскоязычную языковую модель с применением искусственного интеллекта всего за год. На сегодняшний день наш искусственный интеллект уже ведет новостные программы на государственных радиоканалах, активно применяется в обучении генеративного чат-бота с искусственным интеллектом кыргызского языка. Следующим этапом должно стать обработка больших объемов накопленных цифровых данных и компьютерное моделирование посредством активного внедрения аналитических инструментов, основанных на квантовых технологиях. Подобные шаги позволят нам не просто идти в ногу с мировыми тенденциями, но и формировать собственные стандарты цифрового будущего, формируя основу для обеспечения технологической независимости. Именно технологическая независимость, включая суверенный искусственный интеллект, станет в будущем определяющим признаком государственного суверенитета. Внедрение современных технологий и реализация цифровой повестки отвечают духу концепции экономического курса Кыргызстана, называемого «прыжком Барса». Мы стоим на пороге величайшей трансформации, которая требует от нас новых подходов, смелых решений и гибкого мышления. Давайте строить это будущее вместе. Благодарю за внимание.